столице республики Коми, Сыктывкаре, открылась новая библиотека. В этом зале все для молодежи. Какой увлекательный мир открывается здесь перед ней. Зал для научных работников. Специалисты различных отраслей знаний найдут необходимую им литературу. 326 тысяч томов. Такой библиотекой город может гордиться. Ежедневно ее посещают около 1000 рабочих, служащих, студентов. Книга прочно вошла в быт населения Коми, одной из самых северных республик Российской Федерации. Появление в столице Коми здания новой библиотеки – это было действительно важное, значительное событие в жизни республики. В Сыктывкаре на улице Советской стоит прекрасное здание с колоннами. Это республиканская библиотека, важный очаг культуры горожан. Некоторые считают его старинным зданием дореволюционной поры, но это не так. Сооружение это достаточно молодое, построено в середине 50-х, в трудное послевоенное время. Так писал Зосима Васильевич Панев. Панев Зосима Васильевич, советский государственный деятель, в 50-е годы 20-го столетия занимал должность председателя Совета министров Коми АССР. Читая эти строки из его книги мемуаров «Вехи в пути», многие вспомнят. Действительно, будучи студентами, чуть ли не каждый день ходили они в Ленинку и считали это здание, если не наследием царских времен, то во всяком случае очень старым. Характеристики здания. Высота 16,9 метров, ширина 28,9 метров, длина 45,5 метров. Главный фасад здания. Портик с 6 колоннами Каринского ордера, лестница в 9 ступеней, 2 ряда окон, верхний и нижний. Окна нижнего этажа стандартные, прямоугольные. Окна второго этажа, большой читальный зал, полуциркульные, то есть прямоугольник с скругленной верхней частью. По 3 таких полуциркульных окна располагаются также с правой и левой выступающих сторон второго этажа здания. Задний фасад в верхней части имеет форму треугольника, двухскатная крыша, и визуально делится на центральную и боковые части. На центральной части над цокольным этажом расположено 5 рядов небольших окон, ярусы книгохранения. На боковых частях по 3 ряда прямоугольных окон с каждой стороны. С начала своего существования в 1837 году и до конца 50-х годов XX века фонды главной библиотеки Коми-края находили приют в различных более или менее приспособленных помещениях, но ни разу в своем собственном. В самом начале это были жилые дома основателей библиотеки, затем здания управы, дворянского клуба, а после Октябрьской революции несколько комнат в бывших купеческих домах и других плохо приспособленных для хранения книг и обслуживания читателей помещениях. Из отчетов 1930-40-х годов. Помещение старое, холодное, низкое, света недостаточно, вентиляция не имеется. Штукатурка крошится, поэтому пол пыльный и грязный. Оборудование библиотеки плохое, книжные полки не приспособлены и неудобны для скорейшего нахождения книг. Помещения не отапливались, книгохранилище уже сейчас нагружено до отказа, книги расставлять некуда. До переезда в дом с колоннами библиотека размещалась на той же Советской улице, в здании, где сейчас детская библиотека имени Маршака. Только тогда хранилище знаний соседствовало с продовольственным магазином. Библиотека была на 2-м этаже, продмаг на 1-м. Такое соседство со временем стало создавать неудобства как работникам советской торговли, так и библиотекарям. Книжные фонды с каждым годом множились и набирали вес в прямом смысле этого слова. В 1947 году специальная комиссия констатировала, что помещение библиотеки перегружено и представляет опасность для магазина. А в 1949 году, как пишет Зосима Панев, в
Вся задняя часть здания, которая была в деревянном исполнении и где размещалось книгохранилище, рухнула от ветхости. Библиотека закрылась, так как оставшиеся 2 комнаты до потолка завалили книгами. Город остался без библиотеки, тогда единственной. О столь тяжелом положении республиканской библиотеки в коме в 1950 году напечатала заметку «Литературная газета». В библиотеке большая теснота, негде размещать новые книги, и они складываются штабелями. В читальном зале могут помещаться только 40 человек. Власти республики и города стали думать, что, где и за счет чего строить. Перебрали несколько типовых проектов. По совету из Москвы взяли за основу проект строившегося тогда здания библиотеки в далеком Южном Ставрополе. Привязку проекта к условиям северным сделала Феофания Александровна Тентюкова, первая в коме женщина-архитектор. Тентюкова Феофания Александровна, коми-архитектор. Работала в проектной конторе Коми АССР, в 40-е годы возглавляла ее. Где строить, тоже решили быстро. Правда, на приглянувшемся месте, рядом с пожарной каланчой, уже стоял деревянный 2-этажный дом. Причем дом не абы какой. В свое время он принадлежал Андрею Цемберу, известному в городе библиофилу и собирателю древностей, инициатору создания в Иссус-Ольске краеведческого музея и, что примечательно, публичной библиотеки. Оставалось самое главное – выбить средства на строительство новой библиотеки. Зосима Панев в своих мемуарах во всех подробностях вспоминает, как бился за этот проект в московских кабинетах, доходил до Ворошилова и Маленкова. Но Сыктывкарскую библиотеку раз за разом то включали в план, то исключали. Наконец, строительство здания Сыктывкарской библиотеки было включено в план, и в 1954 году началось. Но и после этого продолжались неурядицы с финансированием, работы на объекте на несколько месяцев прерывались. Между прочим, в добровольном порядке на стройке во внеурочное время трудились и сами работники библиотеки. Сегодня трудно поверить, что великолепной колоннады Каринского ордера, украшающей парадный вход в библиотеку, могло бы и не быть. Изначально это считалось архитектурным излишеством и не было заложено в смету и проект. На ее возведении позже настояли архитекторы, и такое проектное решение было поддержано республиканским руководством. Дополнительные деньги на портик с колоннами были взяты из нефтяных отчислений республики. 21 апреля, в канун 88-й годовщины со дня рождения Ленина, в культурной жизни столицы республики произошло значительное событие. В этот день в торжественной обстановке было открыто новое здание республиканской библиотеки. Так писала газета «Красное знамя». По случаю открытия организовали митинг, на который собрались сотни граждан. Вместе с новым домом библиотека получила и новое имя. Имя Владимира Ильича Ленина. И именно его скульптурный портрет работы Владислава Мамченко встречает каждого, кто приходит в библиотеку. Особенно радовал посетителей библиотеки просторный, светлый, с огромными арочными окнами общий читальный зал на 2-м этаже, к которому из вестибюля вели широкие лестницы. На массивных столах стояли лампы с зелеными стеклянными абажурами, создававшие по вечерам какую-то особую атмосферу. В первые месяцы после открытия нового здания в библиотеку буквально хлынул поток читателей. Их стало около 3000. Выдача книг возросла с 700-800 до 2000 в день. Штат библиотеки тогда вырос до 50 сотрудников. 40 из них были с высшим и средним образованием. На этом фото первый рабочий день в новом здании. Справа директор библиотеки Николай Чекмарев. Николай Тимофеевич Чекмарев, директор Коми республиканской библиотеки с 1947 года по 1962. В 1941 году окончил Московский государственный библиотечный институт имени Молотова, участник Великой Отечественной войны, заслуженный библиотекарь Коми СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Николай Тимофеевич сыграл значительную роль в истории библиотеки. В
в том числе и в период строительства нового здания. На его плечи легла трудная задача по согласованию проекта, смет, а также по организации переезда, размещению фондов и внутреннему обустройству. С 1958 года стали традиционными открытые отчеты перед населением Сыктывкара и республики. Уже к 60-му году в фонде библиотеки было около 400 тысяч книг. Ежегодно поступало и обрабатывалось около 30 тысяч экземпляров. Среди новшеств, которыми была оснащена в новом здании библиотека, переплетная мастерская и грузовой лифт, рассчитанный на 100 килограмм веса. В год открытия нового здания вышло множество газетных и журнальных публикаций в местной центральной прессе. В журнале «Библиотекарь» Коми республиканской библиотеки был посвящен не только разворот с фотографиями, но и обложка номера. Библиотека стала стремительно обретать черты, соответствующие высокому статусу главной библиотеки региона. И в наши дни мы также бережно относимся к нашему зданию, являющемуся памятником архитектуры и ставшему для нескольких поколений библиотекарей и читателей настоящим домом. И пусть история продолжается.